Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Сегодня День знаний. В этом учебном году в Якутии более 16 тысяч первоклассников, из которых каждый третий начал учебу в школах Якутска. Как готовились к новому учебному году в столице региона, расскажет гостья студии Мария Петрова, начальник управления образования города Якутска. Мария Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. В каких школах больше всего первоклассников и сколько максимально организовано классов вот именно в таких школах? На самом деле у нас во всех школах города Якутска первоклассников больше, чем мы планировали. Открыли дополнительные места, это 21 дополнительный класс по городу Якутску. Например, в Саха-политехническом лицее открыли 3 дополнительных класса, что составило 7 дополнительных, то есть 7 классов. Ну и практически каждая школа от 4 до 7 классов у нас будет иметь. А как с наполняемостью в отдаленных от центра школах? У нас в целом наполненность очень хорошая. Единственное, что сейчас мы направляем детей, которые приходят без прописки, в Кангаласскую школу и Мархинскую школу номер 2. А какие школы празднуют новоселье в новом учебном году и сколько новых школьных мест организовано? Надо сказать, что в Якутске практически каждый год на 2000 мест дополнительно становится больше. То есть мы говорим, что если в прошлом году первоклассников было порядка 5100, то сейчас мы идем к 6000 первоклассников. И до 5 сентября у нас эти цифры уточняются, и я думаю, что мы к 6000 уже подойдем. Кроме этого, по всем другим классам тоже идет дополнительный приток школьников. И надо сказать, что наше руководство республики и города Якутска четко понимает эту проблему, решает ее. Мы сегодня открываем новый детский сад номер 35 «Сказка». И до конца года будет сдан самый большой объект школьный. Это в микрорайоне Прометей школа на 990 мест. И мы, конечно, признательны руководству республики, что решается этот вопрос. И сейчас начато строительство еще одного такого же большого объекта на улице Воинской. А вот школа, которая будет располагаться в Прометее, это будет самая большая по городу школа? Да, это будет самая большая школа. И надо сказать, что действительно сейчас автодорожный округ в этом плане действительно имеет большую потребность. В нем живет много молодых семей с детьми. И, конечно, там нужны и школы, и детские сады. А вот в центральных школах, где больше всего первоклассников, вы упомянули уже, что это лицей, да? Какие еще школы самые наполненные? У нас, конечно, Саха-политехническая школа номер 2, она, во-первых, и по объему большая, и, соответственно, тоже имеет большой наплыв первоклассников. В центре города тоже высокая потребность. И опять же, у них хорошая новость, что им дополнительно землю дают, и теперь ведется подготовка строительства пристроя. А так, в этом году начнется строительство пристроев 26-й, 29-я школа. В следующем году эти школы получат расширенные объемы. К тому же именно эти школы попадают под программу федерального капремонта. И в следующем году учебном учащихся этих 2 школ ждет действительно большая реновация. И сейчас у нас ведется уже, скажем, финальная часть строительства пристроев к 5-й школе и к 12-й, в которой тоже высокая наполненность и высокие ожидания родителей, учащихся, чтобы было и комфортное, и, конечно, качественное образование в этих школах. Конечно, наш регион на Дальнем Востоке занимает первое место по рождаемости, поэтому такие вопросы нужно расширять и решать соответственно. Но вы упомянули уже про капитальный ремонт. Давайте подробно расскажем, какие школы в Якутске ждут очереди на этот самый капремонт. У нас завершился капремонт 11 школ в этом году, и я думаю, что многие ребята очень, скажем, приятно удивятся тому, какие большие изменения произошли в этих школах. Ну, как пример, 10-я школа, Саха-политехнический лицей, 31-я школа и другие. На следующий год у нас запланирована такая работа в 14 объектах. Это 29-я школа, Табагинская, 13-я школа, 38-я школа сразу по 2 зданиям, Саха-гимназия, 7-я школа, 5-я школа также ожидает ремонта.
Кроме этого, 26-я, 19-я, 12-я Хатасская школа, физико-технический лицей и школа номер 24. Так что вот по всему городу Якутску у нас 14 объектов получат такой ремонт, ну, по сути, на сумму около миллиарда рублей. Теперь хотелось бы поговорить про инклюзивное образование. Какие условия созданы в школах Якутска, как раз-таки связаны с этим направлением? Это направление становится все актуальнее с каждым годом. Детей с ОВЗ, с инвалидностью становится больше. Поэтому мы, конечно, обязательно должны давать им условия, тем более, что и требования к условиям их обучения более, скажем, жесткие, да, чем к обычным детям. Поэтому у нас были открыты дополнительные классы в коррекционных школах в этом году. 3 дополнительных класса. И на следующий год мы также будем готовить еще 1 дополнительный корпус для таких детей. В особенности это дети с расстройствами аутистического спектра. Поэтому эта работа будет продолжаться и всячески поддерживаться. Еще один немаловажный спектр школьной жизни – это горячее питание, ну и школьные обеды. Расскажите, какого возраста школьники должны получать бесплатное горячее питание? Как вообще в целом обстоит дело со школьным меню? И есть ли какие-то проблемы, и как они решаются? Я думаю, что на самом деле, конечно, каждый родитель ожидает, что школа не только дает знания, да, но и все-таки дает качественное питание. И сейчас федеральная программа у нас финансирует питание начальных классов, то есть у нас учащиеся с 1 по 4 класс питаются бесплатно. Но бесплатно оно не означает, что оно должно быть каким попало. Поэтому мы сейчас тоже в этом году будем уделять особое внимание контролю качества питания горячего. Кроме этого, у нас вступает в силу действие изменений в закон об образовании, что мы должны обеспечивать двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья. Их у нас порядка 1870 детей, и эта работа начнется сразу же с сентября, двухразового питания для таких детей. Ну и, конечно, говоря о детях уже не начальной школы, тоже очень важно, чтобы дети получали питание, которое полезно для их здоровья, которое дает им силы для умственной деятельности. У нас, конечно, поставщиков питания в городе Якутске достаточно много, но нам надо, я думаю, все-таки упорядочить эту работу, чтобы меню отображали как раз именно те требования, которые проработаны Роспотребнадзором. И с учетом того, что сейчас и продукты питания, конечно, дорожают, это вопрос такой непростой. Но я думаю, что совместными усилиями мы можем обеспечить и качественное питание, и при этом, чтобы оно было и вкусным, и красивым для наших детей. Поэтому я сама, вот как недавно назначенный руководитель управления образования, хочу сделать акцент на этой работе. Но бесплатным горячим питанием будут обеспечены ученики начальных классов. А что, например, учеников из таких категорий, как многодетные семьи или малообеспеченные? Будет ли решаться вопрос с ними или это локально школа? Спасибо за вопрос. Все сохраняется. То есть все льготные категории, они сохраняются. И более того, в нее также включены теперь с сентября медицинские работники. Это в части дошкольного питания. И, кроме того, у нас будет вводиться, как только мы получим такой нормативный акт, участники спецоперации. То есть дети участников спецоперации. В столице региона тепло планируют пустить в начале сентября. А вот как с подачей тепла в образовательных учреждениях? Руководством города особое внимание уделяется тому, чтобы были комфортные условия, особенно когда мы видим, что ковид нас еще пока не покинул, к сожалению. Поэтому у нас полная стопроцентная готовность с 1 сентября обеспечить запуск, то есть с сегодняшнего дня обеспечить запуск во всех образовательных учреждениях города Якутска. И сегодня начинают свою работу все образовательные учреждения города Якутска, это детские сады и школы. Поэтому 1 сентября – это день знаний не только для школ, но и для детских садов. И день тепла, я бы сказала, тоже.
Но с каждым годом у нас увеличивается количество школьников, не только первоклассников, но и, в принципе, всех учащихся. Расскажите, есть ли какой-то потенциал у наших школ? Может быть, какие-то центральные школы в Якутске в центре заполнены, а на окраинах полупустые? Может быть, есть какая-то нехватка специалистов, учителей? Но в целом у нас нет столь острой нехватки учителей, как в улусах республики. Конечно, небольшая потребность кадров она имеется именно в отдаленных школах. Но мы тоже этот вопрос прорабатываем с тем, чтобы учителя шли, определенные доплаты в том числе. Но у нас нет незаполненных школ. То есть у нас все школы превышают норматив заполнения детей, да, поэтому это у нас это не наша проблема, скажем так, не города Якутска. Если в улусах, наоборот, нехватка детей, да, где-то местами бывает, то в городе Якутске переполненность, она практически везде. То есть в идеале школы должны работать в одну смену, но все школы города Якутска, за двумя исключениями, работают в 2 смены. Поэтому этот вопрос у нас будет, я думаю, еще долго решаться. Ну и традиционно, на самом деле, и мы сами с вами в свое время учились в 2 смены. То есть это такая, скажем, традиция, и я думаю, что она еще долго не будет уходить от нас. Мария Петровна, недавно еще также прошло августовское совещание, в котором принимали участие сотрудники образовательных учреждений, Министерства образования. Расскажите, что было такое основное подчеркнуто, вынесено из этого совещания? Я сама, как человек, который долго работал именно в воспитании, дополнительном образовании, очень рада тому, что у нас на федеральном уровне теперь единый календарь, единое образовательное пространство, в первую очередь именно по воспитательной работе. То есть мы говорим о том, что теперь 1 сентября обязательно поднятие флага. Каждую неделю разговоры о важном. Естественно, каждую неделю мы говорим о патриотической символике, то есть и поднятие флага, и исполнение гимна Российской Федерации. Я думаю, что это такие знаковые нововведения, которые будут означать о том, что из федерального закона об образовании ушло понятие «образовательная услуга», и мы говорим, что образование – это ценность. И вот эти как раз нововведения, они это еще раз будут подчеркивать. И таким образом, я думаю, что все-таки мы должны на выходе из школы получать такого уже подготовленного к жизни человека, который не просто начинен знаниями с успешно сданным ЕГЭ, но он подготовлен к жизни. То есть ребенок должен за годы учебы в школе научиться быть трудолюбивым, понимать людей, поддерживать их, быть открытым. И я думаю, что именно с такими качествами человек в любом случае будет успешным, вне зависимости от баллов ЕГЭ. Мария Петровна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем всем первоклассникам и учащимся удачи в новом учебном году. Спасибо вам большое. Спасибо. Желаю всем успешной учебы. Пусть ваши дети радуют вас. Благодарю. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.